по принципу 90-180, что это означает? Что иностранный гражданин, как, например, тот же самый казахстанец или россиянин, может пребывать на территории Кыргызстана 30 дней без регистрации, допустим. Вот он заезжает все время, выезжает, заезжает, выезжает, там какие-то там 10 дней, прибыл 5 дней, неделю и так далее. То есть это все у него суммируется, калькулируется. Как он накопил 90 дней, то, соответственно, в отношении него мы говорим, ты вот здесь 90 дней на территории Кыргызской Республики находился. Соответственно, что ты делаешь? То есть вот такой закономерный вопрос у нас появляется, и мы говорим, получи соответствующий разрешительный документ, в зависимости от цели. То есть всем понятно, да, что иностранный гражданин, который все время заезжает, выезжает на территорию Кыргызской Республики, он чем-то здесь занимается. Коммерция, там, семья и так далее. То есть мы как бы целью нашего нового положения предусматривали именно это. Да? Вывести в свет тех иностранных граждан, которые как-то связаны с Кыргызской Республикой. А те лица, которые посещают Кыргызскую Республику с туристическими целями, пожалуйста, в отношении них он в течение 60 дней, например, да, ну как бы общепризнанный наш безвизовый режим, срок, он может заехать на территорию Кыргызской Республики, уехать из Кыргызской Республики. Как его период пребывания более 60 дней будет за пределами Кыргызстана, в отношении него опять обнуляется счетчик, и он может опять после 60 дней заехать на территорию Республики на 60 дней. Но еще раз я подчеркну, это не означает, что иностранный гражданин ограничен посещением Кыргызской Республики.